Читаем газету «Канаш» от 22 сентября 2023 года, номер 37. Прошел единый информационный день. 20 сентября в городе Канаше, как и по всей Чувашии, прошел единый информационный день. Основной темой повестки дня стала кибербезопасность и защита от телефонных мошенников. Также обсудили предварительные итоги уборочных работ, государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянско-фермерских хозяйств, рассмотрели результаты подготовки к отопительному сезону. Информационную группу возглавил заместитель председателя Кабинета министров Чувашской республики, министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. Также в составе группы работали депутат Госсовета Чувашии Алексей Шурчанов, глава администрации города Канаша Виталий Михайлов, главный инженер филиала АО «Газпром» газораспределения Чебоксары в городе Канаше Ринат Мифтахуддинов. С начала года жители Чувашии отдали мошенникам порядка 600 миллионов рублей, а жители Канаша за аналогичный период лишились более 29 миллионов. Как не попасться на крючок мошенников и не стать жертвой кибератак? Об этом информгруппа рассказала рабочим коллективам Канашского завода технологической оснастки и Канмаш ДСО. Спикеры рассказали о наиболее распространенных способах кибермошенничества. Преступники представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов, сообщают о попытках оформления кредитов на ваше имя и завладения деньгами. Пожилым людям поступают звонки с информацией о ДТП с участием их близких и необходимостью передать деньги для решения возникших проблем. Продавцы товаров через сайты бесплатных объявлений просят перечислить предоплату, оставляя покупателя ни с чем. И наоборот, при попытке продать товар через интернет покупатели просят назвать реквизиты банковской карты для зачисления денег и похищают сбережения. Предприимчивым жителям республики предлагают заработать на инвестициях и вкладах, обещая нереально высокие проценты. Поступают сообщения из взломанных аккаунтов с просьбой одолжить деньги. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно бережно относиться к своим персональным данным и документам. Не следует отдавать в руки чужим людям паспорт, никогда никому не называть данные банковской карты, пин-код, трехзначный код на обратной стороне карты. И обязательно перепроверять информацию, поступившую с неизвестных номеров. Не менее важный вопрос – подготовка к отопительному сезону, которая в Канаше идет в плановом режиме. Природный газ приносит людям тепло, уют и комфорт. Для создания условий безопасного газопотребления необходимо обеспечить исправное техническое состояние внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Так, с 1 сентября 2023 года вступает в силу поправки в Федеральный закон о газоснабжении в Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации и правила пользования номер 410, согласно которым изменяются требования к порядку организации технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Исключительным правом на оказание услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования и внутриквартирного газового оборудования наделяется газораспределительная организация. На территории Чувашской республики таковой является АО «Газпром» газораспределение Чебоксары. С 1 января 2024 года прекращают действие договоры о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, заключенные со специализированными организациями, в том числе с газораспределительной организацией. Абоненты, проживающие в квартирах многоквартирных домов, далее МКД, обязаны перезаключить договор о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования с АО «Газпром» газораспределение Чебоксары в срок до 31 декабря 2023 года. Абоненты, проживающие в индивидуальных домовладениях, обязаны перезаключить договор в период до следующего планового технического обслуживания внутридомового газового оборудования, то есть в течение 2024 года. Договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, являющегося общим имуществом собственников многоквартирных домов, заключается организациями ЖКХ либо ответственным лицом по МКД, определенным общим решением собственников жилья. «Газпром» газораспределение Чебоксары начинает договорную кампанию с 1 сентября текущего года. Для заключения договора необходимо будет обратиться в офисы филиалов газовых участков АО «Газпром» газораспределение Чебоксары, клиентских центров и абонентских пунктов ООО «Газпром» Межрегионгаз Чебоксары. При себе необходимо иметь паспорт гражданина России, правоустанавливающий документ на жилое помещение, СНИЛС, ИНН, паспорта при наличии на газоиспользующее оборудование и прибор учета газа. Подробно о новшествах рассказал Ринат Мифтахуддинов. В рамках единого информационного дня с канашцами поговорили и о доступности товаров местного производства. В Канаше хорошие показатели. Цены на местную продукцию ниже, чем на товары, которые представлены в сетевых магазинах, причем на 30-40%. Продукция местных сельхозпроизводителей успешно реализуется. Работают нестационарные торговые объекты, проводятся ярмарки.
После выступлений члены информгруппы ответили на поступившие вопросы и дали разъяснения по ним. Статья Анастасии Ивановой.